Участники форума «Непокоренные восхождения» — это в основном представители студенческих отрядов из различных регионов страны, в том числе из Донецкой и Луганской областей. Здесь они общаются, обмениваются идеями, знакомятся со своими ровесниками и с разнообразием культурных особенностей многонациональной страны. Важно, что ребята совершат восхождение на Столовую гору, которая ежегодно проходит в нашем регионе. Высота почти 3100 метров, путь в километраже не такой длинный, но подъем в гору как бы осложняет весь путь. В принципе, в среднем подъем занимает где-то 2,5–3 часа. Форум «Непокоренные восхождения» — не просто образовательное мероприятие, это вызов самим себе, возможность выйти за рамки привычного, проверить себя в сложных условиях и объединиться с единомышленниками из разных уголков страны. В Ингушетии я не первый раз, я уже была здесь, но мне очень нравится, что наша база находится в горах, можно смотреть прекрасные виды. Что касается форума, очень интересные лекции, очень такая эксклюзивная, насыщенная программа. Тематика форума включает в себя патриотизм, студенческий туризм и горные восхождения, командную работу, лекции экспертов и практические занятия в рамках молодежной политики и работу с молодежью в некоммерческом секторе. Участники форума готовятся развернуть Знамя Победы на вершине Столовой горы на высоте 3000 метров. Помимо церемониальной программы, есть еще программа, которая образовательная, программа лекционная. А внутри этой программы мы поговорим про то, каким образом влияет на молодежь туризм, каким образом влияет туризм на межнациональное единение, что такое впечатление от того, как выглядит моя родина, что такое путешествие в целом и зачем нужно применять новые технологии в воспитании молодежи, с которой работают вот как раз ребята, которые собрались здесь. Я, когда узнал, что есть возможность поехать в Ингушетию и посмотреть на этот великолепный регион своими глазами, я сразу подал заявку и в предвкушении ожидая увидел одобрение. И я очень рад, что я здесь. Я приехал за воздух, просто виды невероятные. Я очень доволен, что я здесь. У меня уже вторая экспедиция «Непокоренные». Первая была буквально месяц назад, закончилась, то, что была по 14 городам России и Белоруссии. И после этой экспедиции я понял, что вообще само движение «Непокоренные», специфика эта, она настолько мне близка и интересна, что вот подобные форумы, они зажигают какую-то искру и патриотизма, и активной жизненной позиции. И вот сейчас я здесь, к завтрашнему дню я полностью готов, потому что это не первое мое восхождение в горы уже. Я готов помогать ребятам, я готов там нести кого-то на руках, потому что мы все единая команда, мы все с единой целью. Кроме того, 22 июня активисты вместе с участниками специальной военной операции примут участие в мероприятиях ко Дню памяти и скорби в Назрани, где также будет развернуто самое большое в мире Знамя Победы, символ непокоренных защитников Отечества. В этом году мы решили поддержать проект «Непокоренные». С данным проектом мы познакомились в прошлом году. Мы разворачивали копию Знамени Победы в Малгобеке. Это мероприятие было очень таким символичным. Если все помнят, что шел дождь, и именно во время разворачивания Знамени Победы вышло солнце в Малгобеке, и погода наладилась. Вот тогда было главой принято решение о том, что проект «Непокоренный» должен пройти и также в Республике Ингушетия. Поэтому нашим министерством было подготовлено данное мероприятие. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.